Гамбажаб-Цыбиков. Избранные труды. Часть 18. Шаманизм у бурят-монголов. Глава 2. Духи. Первобытный человек, признав существование души, считал, что он остается в теле умершего или недалеко от места его захоронения. Дух, почитаемый после смерти носившего его тело, называется ангон. Теперь же у бурят ангонами называют души умерших, известных шаманов, которые в зависимости от того, были они служителями добрых или злых духов, становятся ангонами с теми или другими наклонностями. Некоторые из этих ангонов настолько сильны, что становятся распорядителями судеб людей, иначе дзаянами или дзаяченными. Души же людей, малоизвестных, остаются под общими именами богохолдоев. Они не приносят вреда или пользы, однако среди них встречаются и такие, что вредят. Их называют Ада, Мошубон и Тахул. Вредить они могут живым родственникам и даже роду, но случаев, чтобы Мошубун или Тахул считались всенародными духами, нет. Правда, есть между ангонами духи, это бывает очень редко, которые почитаются всеми бурятами. Когда человек живет благополучно, он не обращает внимания на этих духов, но несчастье в жизни вызывает в нем подозрение о действии сверхъестественных сил. От вреда, причиняемого низшими духами, человек ищет защиты у духов высших. Это предполагает иерархию в системе сверхъестественных сил. Над земными духами или ангонами стоят духи более высших рангов или эзены, хозяева. Каждый предмет, каждое явление природы, например, огонь, горы, леса и так далее, имеют своего духа, своего эзена. Есть эзен и всей земли. Он должен подчиняться еще чему-то более высокому, недосягаемому. В порядке подчиненности одной силы другой создавался многочисленный пантеон духов. Владельцы земли и отдельных предметов природы, эзены или вообще земные духи, зависят от небесных. Зависимость эта в большинстве случаев родственная. Земные эзены являются иногда сыновьями и внуками небесных духов. Быт духов таков же, как и у людей. Позже эзены стали именоваться, как и людские начальники, ханами и наёнами. Вместе с этим земные правители пожелали видеть свою власть освященную небом. Так монгольские ханы считали себя определенными небом, Тынгри-Заяту. Ранним религиозным представлением монголов был свойственен дуализм, то есть представление о том, что всюду существуют два начала, доброе и злое, белое и черное и так далее. Духи также делятся на добрых и злых. Число Тенгри, 99 их, состоит из 50 добрых и 44 злых духов. Я где-то читал заметку, что дифференциация на западных добрых и восточных злых духов находится у бурят в прямой зависимости от соотношения народов Запада и Востока. Западные племена оказались сильнее. Они победили в борьбе, поэтому победители были призваны чистыми, белыми, а кто терпит поражение, тот же тускл, злобен, черен. Здесь нужно правильно понять, не имеется в виду современные понятия Запада и Востока, имеется в виду духи западных и восточных сторон света. Земные соотношения двух народностей, буряты, по-видимому, перенесли на небо и назвали западных духов белыми, восточных черными тенгриями. Что же касается названий всех этих многочисленных тенгриев, то перечисление их мы находим у Хангалова и Юмсунова. Глава 3.
шаманы и шаманки. Слово «шаман» заимствовано русскими от тунгусов, говоривших на одном из диалектов маньчжурского языка. Другие народности Сибири и Центральной Азии называют жрецов по-разному, например, алтайские тюрки – кам, якуты – ойюн, буряты и монголы – бо и так далее. Примечательно, что и алтайские тюрки, и якуты, и буряты называют шаманов удгн или адёгн, о чем мы уже говорили выше. Как всякое верование, шаманизм развивался в течение веков, но в меньшей степени, чем других верований, так как народы, исповедующие его, оставались на низкой культурной ступени. К тому же народы эти в большинстве своем вплоть до самого последнего времени оставались без письменности, а без письменных памятников трудно проследить подробную эволюцию шаманизма. Все религиозные народные традиции существуют лишь в устной передаче самих служителей культа. В истории монголов на заре возникновения Великой империи находим упоминание о шамане при основателе монархии Чингисхане. Шаман этот имел большое влияние на народ, чем воспользовался знаменитый завоеватель для провозглашения себя монархом, предопределенным небом, Тенгри-Изыт-Саято-хан. Спустя некоторое время после церемонии освящения своей власти шаманом властолюбивый хан уловил замысел шамана влиять на него самого, следовательно, и на государственные дела. Чингисхан организует убийство честолюбивого жреца. Народу объявили, что само небо, видя недостойные происки шамана, лишило его жизни. После этого мы не находим у монголов особо влиятельных шаманов, хотя первые ханы все еще придерживались шаманских верований. В дальнейшем шаманы вообще не достигали при жизни особых почестей, везде являлись только местными жрецами и учителями молодых шаманов. Бурятское слово «утха» я считаю происшедшим от слова «ут» – «огонь». Следовательно, оно означает «имеющие один огонь» из одной семьи. Шаманы могли получать свое звание по наследству от отца и матери, а также по определению свыше. Первые называются Бо-Утхате, вторые – Нирьер или Бомал-Утхате. И то, и другое означает призвание. Оно подтверждается каким-нибудь случаем, например, галлюцинациями, снами, болезнью и так далее. В случае вышеуказанных явлений будущий шаман обращается к сведущему шаману с вопросами о причинах и способах избавиться от этих явлений. Опытный шаман призывает своего духа, задает ему в экстазе те же вопросы и дает ответ от имени духа. Если дух посоветует вопрошаемому посвятить себя шаманскому служению, следует посвящение. Для этого устраивается особая церемония шанар или по-монгольски чинар. Слово шанар в прямом смысле означает сущность. Таких посвящений для одного и того же шамана может быть несколько, но не больше 9. Большей частью ограничиваются 3, реже 6 церемониями. До сих пор шаманские церемонии требуют значительного числа людей, совершаются под открытым небом и вблизи деревьев. Деревья рубят и втыкают комлем в землю. Но при посвящении в шаманы дерево выкапывают с корнем и садят на месте церемонии. Все это, а также подвешенные к дереву во время обряда шкурки зайцев, горностаев, белок и хорьков подтверждает мысль, что шаманизм родился в лесах и рощах во время охотничьих сезонов. Но бывают случаи, когда шаманское молебствие совершают в доме, в юрте больного. Тогда церемония происходит у постели больного, рядом с которой, если позволяет устройство жилища, кладут комель специально привезенного дерева, выставив его остальную часть снаружи юрты. Касательно одеяния, при служении духом нужно сказать, что особую одежду в полном наборе
шаманы надевают при больших церемониальных служениях, а в других случаях имеют при себе только порби, трости, хысы, бубен и хур, музыкальный инструмент. Я спрашивал у западных товарищей, насколько употребительно так называемые толи зеркало. Мне ответили, что толи встречается очень редко, но в старину, очевидно, их было больше. Надо сказать, что толе делается из меди, и для его производства нужно особое мастерство. Полагаю, что медные зеркала производились в Китае. В позднейший период, когда большинство монголов приняло ламаизм, производство толи прекратилось, они исчезли и у бурят-шаманов. Зато почти у каждого из них имеется валдайский колоколец. Про другие части шаманского костюма – орге, плащ с подвесками, мэхапша, железная корона и украшения не буду говорить, так как они почти одинаковы у всех шаманов. Глава 4. Влияние на шаманство других исповеданий. У монголов и бурят встречены 4 религиозных учения – буддизм, христианство, мегометанство и конфуцианство. Из этих религиозных учений буддизм, реформированный в Тибете, то есть ламаизм, оказался очень приспособленным к быту и воззрениям монголов и бурят. Наблюдая теперь обряды того и другого исповедания, то есть шаманства и ламаизма, можно поразиться сходству между ними, хотя последний, конечно, есть продукт более высокой материальной и духовной культуры. Шаманы и ламы пользуются одними и теми же культовыми предметами. Например, вместо шаманского хыса одностороннего барабана ламы бьют хынгрык, двусторонний барабан. Вместо железной короны мэхапша шапку, сделанную из материи. Вместо плаща с привесками орге, красно-желтое духовное одеяние и так далее и тому прочее. Примитивных ангонов, изготовленных из жести и хранимых в волочных сумках, заменили скульптурные и живописные изображения, причем последние вставлены в киоты или рамки. Что касается содержания культа, то ламаизм признает существование шаманских хозяев мест. Что касается содержания культа, то ламаизм признает существование шаманских хозяев мест, но только назвал их тибетским словом «сабдак». Говорит о присутствии у каждого человека 5 тенгриев, органов чувств. Что касается анимистических представлений, то ламаизм одушевляет лишь живые существа, утверждая, что души переходят от одного живого существа к другому, то есть переселяются. Вследствие такого воззрения ламаизм отверг специальные кровавые жертвоприношения духам, но все же оставил жертвоприношения в виде частей туши животного. Устранение массового закалывания животных ради жертв духом, без сомнения, благоприятно отразилось на хозяйственной жизни верующих, что в свою очередь расположило народ к ламаизму. Не нужно забывать и активности ламаизма. Найдя первых прозелитов в лице монгольской аристократии, тибетские ламы стали вести острую борьбу против шаманизма, который не мог устоять перед более культурным мировоззрением, тем более что ламы имели богатый опыт борьбы с народными верованиями еще на тибетской почве, делая им уступки и поглощая их буддийским вероучением. Среди монгольских лам также были очень энергичные борцы против шаманизма. Например, в Южной Монголии Нейжи Тэнь, в Западной Зангпандита. А более мелких имен борцов, конечно, и не перечтешь. Такие воинственные ламы не исчезли до сих пор. Доказательством служит одна молитва, записанная Баторовым у аларского ламы, где шаманское камлание переделано на ламский лад, а буддийское божество Махакала объединено с шаманским Гужер-Тенгри. Кроме того, ламаизм принес
с собой в Монголию тибетскую медицину, которая в значительной мере, хотя и не окончательно, помогла вытеснить шаманизм. Пришедшее позднее и насильственно прививаемое правительством христианства, признавая единого Творца Вселенной и могучего распорядителя судьбами людей, не имело возможности проникнуть в народную массу. Напротив, встречаются факты, когда православные в иных местах, приходя в соприкосновение с ламаистскими шаманистами, обращаются к ним за содействием, например, в случае болезни, потери животных и тому прочее. Мусульманство, собственно, к монголам не проникло, но его последователи обратили в свою веру некоторых монголов, которые попали под их влияние, однако шаманские пережитки все же остаются у последних, например, в Восточном Туркестане, который считается мусульманской страной. Конфуцианство, основывающееся на культе предков, не могло привиться у монголов, как бродячего и кочевого народа. У таких народов, принужденных делать частые переходы, старики являлись большой обузой. В старину, как сказывают, существовал даже обычай умерщвлять старцев, давая им проглатывать жирный курдюк. Обычай сохранился в символическом обряде поклонения невесток, которые во время свадьбы, придя в дом жениха, бросали кусочки курдюка в рот родителям и другим старшим родственникам. Родители, а также и старшие родственники, давали молодым свои юролы, благопожелания. Так трансформировалась традиция насильственного устранения стариков в обычаи поклонения им и выслушивания их благословений. Возможно, в данном случае сказалось влияние конфуцианства, хотя в других случаях его влияние не прослеживается. На этом закончим 18-ю часть.